Вітаю вас у эфіры рацыя. Христос нарадзіўся, славім яго. Але настрой не святочны вось у мяне асабіста каторы год, таму што у лукашэнкаўскіх засценках тысячы палітвязняў. Мы нават не ведаем рэальнай сапраўднай лічбы. Я думаю, што яна б нас шакавала, у тым ліку найлепшыя людзі нашай краіны. Некаторыя страшваюць жыццё, некаторыя страшваюць здароўе незваротна. Сітуацыя ніяк не вырашаецца і незразумела, што тут можна зрабіць. Ці ўсё ж такі нешта можна зрабіць. На сувязі са студай Тацяна Хоміш, сястра палідзняволенай Марыі Калеснікавай, сузаснавальніца Асацыяцыі родных палітвязняў. Вітаю вас. Добрый день. Рацыя. Спадарня Тацяна, ну вы ж у тым ліку і палітык, вы ж у каардынацыйнай радзе ў блоку Пракоп'ева Ягорова, я правільна разумею? Да, да. То я хачу такое традыцыйнае да вас пытанне. Унутры Беларусі новая хваля інфармацыйнай эскалацыі. Стараецца Крэмль. Значыцца, афіцыйныя асобы Крамля, іхная прапаганда, тысячы ботаў і гэтак далей кажуць, што рыхтуюцца ў Беларусі нейкія закалоты, каб скінуць Александра Рыгоравіча. Стараецца захад, выдзеленыя сотні мільёнаў даляраў, са мной, праўда, не падзяліліся. Вось каб правесці нейкую аперацыю перад выбарамі. Вось вы бываеце ў Еўрапарламенце, ў Злучаных Штатах Амерыкі. Рыхтуюць нешта ці не, а то я не заўважаю, каб нешта рыхтавалася. Ну, интересный вопрос, конечно, вы задаете. Мне кажется, что это как раз то, как вы это назвали, информационная война со стороны России. И мне кажется, что сейчас как раз есть обратная проблема, особенно со стороны западных стран, как привлечь внимание к Беларуси, на самом деле, потому что 2020 год давно прошел, все видели то, как проходили выборы, все видели эти да, марши, демонстрации, которые были в 2020 году. И, конечно, очень были большие ожидания на самом деле. В том-то и дело, что за это время, мне кажется, очень сильно снизилось количество внимания западных стран к Беларуси. Беларусь рассматривается как такой сателлит России, да, то есть и протекторат России уже всё больше и больше. Поэтому, мне кажется, это такое преувеличение думать, что со стороны западных стран могут быть какие-то похожие действия. Ну, Александр Рыгоравіч стараецца паказаць стратэгічную значнасць беларускага плацдарма, арэшнікі, ядравая зброя, у нешта это все можа выліцца, даказвае захаду, што трэба звяртаць пільную ўвагу. Захад пакуль гэтага не робіць, это зменіцца сітуацыя. Но все-таки, як вам падаецца, зразумела, што там нешта стараецца Крэмль. Нейкія маюць яны замыслы, да нечага яны рыхтуюцца, прытым хутка. Мне проста цікава, у вас вот паводле вашага меркавання, ці паводле вашых адчуванняў, ці чакаеце, што ў Беларусі вот нешта можа здарыцца такое глобальнае, радыкальнае найбліжэйшым часам? Я действительно боюсь такого сценария, как это случилось с Украиной в 2014 году и 2022 году. И мне кажется, что как раз действительно если мы рассматриваем несколько сторон здесь акторов, да, белорусские власти, белорусы, Запад и Россия, то только Россия заинтересована в этом. Ну, намеры іхныя зразумелыя, гэта яшчэ больш падпарадкаваць Беларусь, спачатку скарыстаць па поўнай праграме, потым яе анексаваць, пазбавіць незалежнасці, вось і ўсё. Это відавочныя абсалютна рэчы. Спадарня Тацяна, да тэмы нашай гутаркі, да самага важнага, так? У лістападзе адбылася сустрэча Марыі Калеснікавай з бацькам. Мы пабачылі фотаздымкі, так? З лета рэжым выпускае некаторых палітзняволеных. Это, канешне, палавінчатыя меры, это сама па сабе такая станоўчая з'ява, але выпусцілі мала людзей. Людзей, скажам так, не самых знакамітых палітвязняў. Пры гэтым у людзей, у якіх там ужо скончваліся тэрміны і гэтак далей, такія палавінчатыя меры, незразумелыя сігналы, чаго яны хочуць, вы спрабавалі разабрацца? Ну, мне кажется, что тут нужно понимать, что все-таки выпускают очень разных людей. У кого-то оставались недели, у кого-то оставалось до 6 лет. Да, и есть сроки до года, но есть сроки 2, 3, 4 года. И мне кажется, нам самим не нужно не
ну, как бы недооценивать ценность этих дней жизни людей на свободе. Но, конечно, нужно понимать, что уже более 2300 политзаключенных отбыли свои сроки, вышли на свободу. Плюс, да, как минимум 207 политзаключенных вышли на свободу по помилованию. Поэтому действительно, конечно, это огромное количество людей. Я думаю, что этот год очень важный, на самом деле, именно из-за этого изменения, из-за этого нового явления. Людей начали освобождать, да, таким образом через процедуру помилования. И это очень важно. И очень важно, чтобы этот процесс продолжался. Да, он такой очень странный, здесь не то слово, конечно, да, но это происходит. И мне кажется, то напряжение, в котором живет белорусское общество уже больше 4 лет, как раз оно может быть, как бы, возможно, это начало, то есть тех изменений, которые помогут снять это напряжение, да, через освобождение, что в дальнейшем приведет к освобождению большего количества, и в конечном итоге всех политзаключенных. И все больше и больше идет разговоров о будущих переговорах по Украине. И это тоже очень важный, мне кажется, для нас контекст. Это в том числе как бы возможность для белорусских властей, да, наверное, провести изменения внутри страны, и в том числе возможность изменений политики Запада в отношении Беларуси. Явно, что белорусские власти готовятся именно с разных, так сказать, наверное, аспектов, да, с разных сторон к этим изменениям в том числе. Ну, вы сказали пра зняцце напружанасці. Я шчыра прызнаюся, што яшчэ ў восень 20-го года я бы асабіста быў гатовы да зняцця напружанасці. Статус КВО быў зразумелы, як для мяне ўжо тады. І ну, у рэжыма іншыя планы былі, іншая сітуацыя. Напад на Украіну рыхтавалі там і гэтак далей. Ну, я все-таки не магу зразумець, Тацяна. Ад нас з вамі нешта залежыць сёння? Яны шлюць сігналы. Мы можам нешта зрабіць, каб гэты працэс неяк паскорыць, каб вышлі палітвязні, каб не было далейшых рэпрэсіяў. Ці не? Вот что это за месседжи? Маете вы думки, что мы можем зрабіць? Во-первых, наверное, касательно белорусских демсил, мне кажется, стоит пока что, наверное, стоит действительно провести такую инвентаризацию, оценку ситуации, что произошло за эти 4,5, да, практически 5 лет, за этот электоральный цикл и как изменить свою стратегию. Я считаю, что даже сейчас та коммуникация, которая идет от ряда структур демократических сил, да, она все-таки говорит о какой-то эскалации, иногда звучит как угроза, когда звучат до сих пор какие-то призывы к смене режима. Я считаю, что мы далеки от этого момента. И, наверное, в 2020 году были намного ближе. В принципе, то же самое звучит и от белорусских властей, да, то, что мы слышим от пропаганды, и то, что они продолжают делать, возбуждение новых уголовных дел, и новые посадки, и возбуждение уголовных дел и заочные суды, например, да, то есть то, что продолжается, и ликвидация организаций, и преследование абсолютно разных слоев общества, да, и представителей. Ну и в то же время такая же риторика звучит со стороны белорусских демократических сил. Хотя, наверное, ресурсов и оснований для этого все меньше и меньше становится с каждым годом. То есть вот это стоило бы пересматривать. И действительно, я не устану про это говорить, действительно сфокусироваться и все-таки сделать приоритетом освобождение политзаключенных. Я, ведаеце, што тычыцца там пэўных радыкальных заклікаў і гэтак далей. Я якраз такі з ліку тых журналістаў, хто робіць такія заклікі. Ну што ж, здалі краіну пад стратэгічны кантроль Крамля. Напад здарыўся на Украіну, загінулі ў выніку сотні тысяч людзей. Ну так, я лічу, што гэта рэжым, злачынны рэжым, так, што яны развярнулі генацыд у краіне. Радыкальныя заклікі, можа быць, для кагосьці, но я так думаю, это рэчы, якія на паверхні
паверхні ляжаць. Што тычыцца вось гэтых стратэгіяў, дэмсілаў, зменаў нейкіх падыходаў, можа быць, я глупы чалавек, некампетэнтны там ці нешта яшчэ. Я ўвогуле ў гэтых вот размовах, заявах, якія гучаць і гэтак далей, нейкія стратэгічныя дыялогі зместу якіх там незразумелыя з ЗША, так? Я ўвогуле не магу зразумець, што было зроблена, што рабілася, які ёсць вынік. Яго няма. Я больш вам скажу, людзі ўнутры Беларусі, а у нас глядач 90% это людзі знутры Беларусі, паводле аналітыкі, яны таксама гэтага нічога не разумеюць. А гэта часта не глупыя людзі з навуковымі ступенямі. Ну, ўсё ж такі з таго, што вы сказалі, ці правільна я зразумеў. Рэжыму хочацца, каб краіны Захада, ну, все, признали, что добра, этих вот это демократичные институты белорусские, все, не берем их у разлик, будем далее вести справы с Лукашенком, господин Лукашенко, все, мы готовы. Не важно, что вы спыняли самолеты, бог с ним, дробязь. Война здарылася, забудемся. Давайте далей весці справы. Галоўнае, каб Беларусь не трапіла, все выйшла там, не была цалкам, скажем так, под стратэгічным контролем Кремля, каб вы не устроивали нам міграцыйныя крызісы, ракету з Брэста па Великабрытаніі не запускали і гэтак далей. Я правильно разумею? Рэжым гэтага ад Захада хоча. У гэтым это галоўны момант. Умова вызвалення палітвязняў. Мне кажется, тут нужно немножко разделять все-таки разные направления, да, то есть то, что касается войны в Украине и соучастия Беларуси, и, например, сейчас экономическая помощь, да, помощь там в производстве там, материалов, не знаю, спецодежды и вообще вооружения, которые используются Россией. Если Беларусь будет продолжать это делать, то такого улучшения коммуникации, да, и отношений, они навряд ли станут возможными. И, то есть, есть определенные, да, условия, на самом деле, на которых западные страны могут начать там, разговаривать, да, или возобновлять отношения с официальным Минском. Освобождение белорусских политзаключенных, это связано в том числе с отменой санкций, которые были введены из-за нарушения прав человека в Беларуси, да, и таких санкций немного, на самом деле, но они есть, но в том числе есть условия касательно прав человека, да, то есть изменение ситуации внутри Беларуси, освобождение политзаключенных, остановка репрессий. И здесь я считаю, что в том числе еще огромный, как сказать, пласт работы и действий со стороны белорусских властей, которые должны быть проведены. Да, то есть пока остаются еще более 1000 политзаключенных в застенках, да, то есть этот такой процесс налаживания отношений, он не может двигаться дальше. А вопрос сейчас, как сделать так и нам всем, чтобы и людей освободили, да, при этом репрессии остановились и не продолжались, не возобновлялись, но и при этом использовать те механизмы и инструменты, да, которые у нас есть, то есть в частности это санкции. И мне кажется, что с этой стороны может быть таким подходом, наверное, правильным использовать их гибко, временная, да, приостановка с конкретными условиями. Поэтому я говорю, что я считаю, что как раз сейчас тот момент, когда они могут быть использованы, когда мы приходим к этому моменту времени, когда этот механизм может быть задействован. В том числе это касается и выборов, в том числе это касается переговоров по Украине, потому что это создает новые возможности, на самом деле, для коммуникации Минска с Западом. Но это может стварыць новыя умовы, тому что вы говорите, что там зараз мы вельмі далёкія там ад змены рэжыма ў Беларусі, а з-за стратэгічных пытанняў, праблемаў, якія ўжо паўсталі, все якраз таки можа тут змяніцца ў 25-м годзе вельмі рэзка. Залежыць гэта, канешне, ад Украіны, ад сітуацыі там. Напрыклад, калі Дональд Трамп пойдзе на радыкальныя меры, каб нанесці Расіі стратэгічную паразу на тэрыторыі Украіны, все можа вельмі хутка змяніцца. А можа быць наадварот, яны зробяць замарозку вайны, сделка. І вось у нас выходзіла інтэрв'ю з гісторыкам Евгеном Красуліным, і ён сказаў думку, з якой абсалютна згодны. Беларусь наступная, гэта будзе, ну, просто анексія, страцім краіну і все. Но тут в этой ситуации, магчыма, вот это вот оккупант, так, ён зробіць жест добрай волі,
і выпусціць усіх палітвязняў. Як вы думаеце, як для нас лепш? Каб палітвязняў выпусцілі і Беларусь страціла незалежнасць, выбачаюся за такое пытанне гіпатэтычнае, давайте это вось лічыць, што это такое святочнае пахмелле, калі казаць метафарычна. Ці наадварот, сітуацыя вот застаецца як сёння з палітвязнямі, сітуацыя не вырашаецца, але застаюцца нейкія рэшткі кроплі суверэнітэту. Як лепш, на вашу думку? Я опасаюсь такой ситуации, когда вы говорите про то, что будет оккупация, и я вижу, что в моем понимании как раз освобождения политзаключенных в этом сценарии не будет. У нас сейчас, мне кажется, очень рисковая ситуация для Беларуси, на самом деле, да, то есть и для белорусского народа, и в том числе для Лукашенко. Это полная потеря суверенитета. И с моей точки зрения, сейчас мы должны делать все возможное, чтобы и белорусские власти, и Демсилы, и белорусский народ все возможное, чтобы этого не случилось. Вот. И это, наверное, единственный общий интерес, который есть между нами всеми. Да. Еще, плюс здесь еще и интерес Запада. Он точно такой же, чтобы Беларусь не потеряла суверенитет. Поэтому, с моей точки зрения, как раз, наверное, сценарий такого, который развивается сейчас, поэтапное освобождение политзаключенных, новой администрации в США, новой администрации в США и Европе, которые придут в ближайшие несколько месяцев. Это создаст возможность для изменения стратегии в отношении Беларуси. В том числе, я сейчас не говорю про, как сказать, смену режима. Я не вижу таких возможностей. И, как я говорила раньше, я думаю, что мы как раз дальше от этой ситуации, чем мы были в 2020 году. Но в том числе возможность, наверное, как-то Лукашенко, возможность с его стороны тоже предложить что-то и Западу, и США, на самом деле, что позволит ему в том числе немножко увеличить суверенитет Беларуси. Но вот вопрос, да, насколько осталось этого маневра. Відавочна, по-мойму, што Лукашенко тут на Трампа спрабуе выходзіць. Сустрэчы з Аліевым, чаму яна была? А это таварыш Трампа. Значыцца, гэтыя паездкі ў Пакістан, дык на Пакістан амерыканцы будуць выходзіць. У Аман і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, гэта дзяржавы з устойлівымі кантактамі са Злучанымі Штатамі. Відавочна, што Лукашенко шукае пэўныя шляхі. Вы можаце выказаць думку, якія санкцыі трэба адмяніць, паслабіць, вот канкрэтна? Это те санкции, которые вводились за ситуацией с правами человека в Беларуси. То есть, если мы вспомним, насколько я помню, то есть это же касалось и 2021 года, и посадка самолета Ryanair. Это отчасти калийные санкции. Насколько я понимаю, там были разные. Часть из них были за войну, часть из них были за права человека. И нужно понимать, что да, что этих рычагов у нас немного. У нас, у Запада в том числе. Но мне кажется, что тут как бы важный момент, да, то есть вот то, с чего вы начинали свой вопрос, что так как суверенитету Беларуси грозит очень многое, да, то есть вот Запад нужен, должен как бы сейчас сказать, все, мы все отменяем, да, то есть как бы начинаем разговаривать с Минском, как будто бы ничего не было, да. В том-то и дело, что нет. То есть касательно, тут, мне кажется, везде есть ряд условий, да, то есть при которых восстановление этих отношений, вообще начать об этом говорить, возможно, да. Я сказала про войну, да, то есть определенные есть условия со стороны Запада, то есть ты определись, да, с какой ты страны, то есть ты как бы продолжаешь поддерживать Россию, своей продукции, например, да, то есть в этой ситуации, конечно, никто не будет разговаривать об отмене санкций, если с Беларуси, если Беларусь таким образом будет помогать России атаковать Украину, да. То же самое касается по ситуации с правами человека, политзаключенными, репрессиями. Есть определенные санкции, которые были введены именно из-за этого. То есть
и, соответственно, для их там приостановки со стороны Минска должны быть предприняты определенные шаги. В ответ на это через какое-то время, да, могут начаться как раз разговоры с Минском, если они уже не идут, да, какой шаг со стороны Запада они ожидают, либо какой-то план действий, который будет обязывать в том числе Минск, да, или в котором будут обсуждены условия, да, что как дальше будет развиваться ситуация с политзаключенными. Вы бы, калі б была вашая воля, адмянілі б санкцыі, знялі б санкцыі з Белавіі? Касательно санкций с Белави, это имеется в виду полеты Ну, в каб мы маглі Европу? самалёты Белавіі там у Варшаву лятаць, у Берлін, у Вену там Я і так думаю, далей. что это очень был бы очень важный и позитивный шаг для всех белорусов. И если еще это приведет к освобождению политзаключенных, да, то есть тут как бы я считаю, что это то, что нужно сделать, и давно бы нужно было бы сделать. Да трэба было і не ўводзіць, па-мойму. Увогуле такія захады не рабіць, так? Таксама палавінчатыя меры. Альбо калійка, так? Зноў-такі наклалі санкцыі, у выніку манапалістам тут паступова робіцца расейскі, як там, Уралхім, Уралкалій ці Уралхім, дзе нашыя земляшкі там кіруюць, Мазепін, так? Этнічныя беларусы там, ці людзі з Беларусі. Ну, сталі манапалістамі, ну вот расійская кампанія, вось вам калі ласка. Это рэчы, якія абсалютна Беларусі нашкодзілі, але, на жаль, праблема ў тым, што, ну вось беларускія прадпрыемствы працуюць на расійскую абаронку поўным ходам, інтэграл, МЗКТ асабліва, безальтэрнатыўныя платформы, дапамагаюць ваяваць, пагражаюць свету ядравымі ударамі публічна, так, арэшнікамі. Это вялікая праблема. А што тычыцца вот этих вось санкцый на Белкалій, на Белавію, это рэчы, з майго пункту гледжання, якія Беларусі абсалютна нашкодзілі. Вось калі б адразу ўвялі радыкальныя санкцыі, прыгразілі, и каб это паўплывала на ситуацию ў 2020 годзе, это был бы эффект, так, радыкальныя санкцыі. А такія вось палавінчатыя меры наадварот паставілі Беларусь у стан залежнасці, это абсалютна шкодна, нашкодзіла людзям, нашкодзіла нашаму суверэнітэту, это ёсць факт. Спадарыня Тацяна, я хашу у вас задаць вам пытанне пра 2020 год, пра ці здарылася нейкае пераасэнсаванне. Вось вы ж былі ў штабе Бабарыкі каардынатарам, правильно? Да. Марыя Калеснікава была другой асобай. Вось я з вами абсалютна згодны. Тое, што здарылася ў 2020 годзе, людзі выйшлі, сотні тысяч людзей, пад чырвона-белымі сцягамі, мірна выйшлі, зацвердзілі, што мы хочам свабоды, справядлівасці. Дарэчы, выйшлі супраць гвалту. Не было бы гэтых дэманстрацый, калі б не пастараўся рэжым Лукашэнкі, і, напэўна, Крэмль, з майго пункту гледжання, так, не пастараўся. Людзі выходзілі з належнымі намерамі, показалі сябе, свабода, свядомасць праявілі. Это все вельмі станоўча, пазітыўна, это нельга супраць гэтага выказвацца. Але калі глядзець на справу стратэгічна, у выніку што атрымалася? Беларусь трапіла у стратэгічную залежнасць ад Крамля. Здарыўся напад на Украіну, у выніку гэтай вайне загінулі ўжо на тэрыторыі Украіны сотні тысяч людзей. Беларусь падставілі пад жудасную рызыку, ну, па-першае, страта ўвогуле суверэнітэта будзе-якога, так? Мы на мяжы такой жудасці знаходзімся. А па-другое, што Беларусь могуць скарыстаць як такую пляцоўку для правакацыі, вот этой удары ядравыя, адпаведна удары ў адказ. У тэхнічным сэнсе гэтаму паспрыяў 2020 год. Калі вось так стратэгічна глядзець на справу, што Крэмль мог таксама ў гэтых працэсах удзельнічаць у пэўнай ступені для таго, каб паслабіць рэжым Лукашэнкі, взяць Беларусь пад стратэгічны кантроль. Мне проста цікава. Вы неяк з даўжыні пражытых вось год пасля тых падзеяў пераасэнсавалі 2020 год, што штосьці рабілася не так, памылкова ці не? Напомню, все-таки 2020 год, это была такая и президентская кампания, и до этого это была такая в целом синергия абсолютно разных сил, да, то есть те, которых вообще появились новые политики, появились такие новые коалиции, например, да, то есть те, кто
Например, раньше выступали как самостоятельные политики, сейчас я имею в виду, например, Николая Статкевича, да, насколько я помню, он сотрудничал с Сергеем Тихановским, да, то есть абсолютно проявились разные какие-то конфигурации, и новые политики, лидеры, как Бабарика, Цепкала и так далее, вот, и такое женское трио Марии, Светланы, Вероники. Особенно с высоты прожитых лет можно много о чем говорить, но я считаю, что все таки в августе 2020 года были очень важные сделаны со стороны, вот именно, ам, как бы демократического движения, да, и создание Координационного совета. Это фактически было призыв к властям к диалогу, к тому, как нам искать выход, искать решение для этой ситуации. Очень мирный, на самом деле, шаг, очень мирный, мне кажется, процесс, очень мирная идея, на самом деле, которая объединяла разных представителей гражданского общества, политиков, и бизнес. И даже сейчас очень многие из них сидят в тюрьме. Это и Мария, Максим Знак, и Олесь Беляцкий. И я считаю, что все таки ну, у нас были шансы, да, то есть, а вопрос, как на это реагировала белорусская власть и, как на это реагировал Лукашенко тогда. Потому что я как раз уверена в том, что, а, наверно, те люди, которые выступали в 2020 году, я имею в виду Виктора Бабарика, в виду и Марию, и Максима Знака, Олеся Беляцкого, они бы это как раз те люди, которые могут садиться за стол и разговаривать, искать решения. И напомню, что как раз в 2020 году не было, даже до 23 года не было таких каких-то призывов и лозунгов, что Беларусь вступает в Европейский Союз. Да, это появилось позже. На самом деле, то есть как раз в 2020 году мы говорили о нейтралитете, и это то, чего, мне кажется, то, на что очень сильно реагировала Россия, да, в свое время в отношении Украины, когда Украина заявила о своих европейских амбициях. Вот, поэтому мне кажется, что очень многое было сделано довольно прагматично, ам, с пониманием вот этой вот, как бы уязвимости вообще ситуации Беларуси. Но, к сожалению, да, то есть, не случилось, вот этого обсуждения с народом, обсуждения с активной частью гражданского общества, с новыми лидерами его не случилось. А я уверена, что это решение можно было найти. Ну, то решение, где это было бы приемлемо для России и для белорусов. Рация. Спадарыня Таццяна, ну я з вами не спрашаюся датычна таго, што пэўныя рэчы рабіліся па добрай волі з найлепшых памкненняў і безумоўна многа пазітыўных момантаў таксама было. Но мы бачым, як склалася сітуацыя. Я напрыканцы хачу у вас спытацца все-таки, ці маеце вы сёння інфармацыю датычна сястры Марыі Калеснікавай, вось у якім яна знаходзіцца стане, як яе здароўе, і ўвогуле як вы глядзіце на 25 год, пазітыўна ці будзе цяжка, вось вашае меркаванне? К сожалению, пока связь с Марией не восстановлена за это время. Конечно, я имею в виду с Марией и семьей, письма либо звонки. И, конечно, очень ждем, что все-таки сможем получить от Маши письмо, и эта связь будет восстановлена. Я на самом деле очень надеюсь, что, возможно, это случится немного позже, да, то есть как, наверное, я это вижу, что это очень такие медленные процессы, да, если будет развиваться дальше в таком же направлении, то я надеюсь, что связь с Марией будет восстановлена через какое-то время. Нам удалось передать Маше медицинскую передачу. Это, кстати, тоже то, чего не было больше, ну, почти 2 года, было невозможным для нас. И вот, ну, такие вот маленькие какие-то шаги, которые происходят, случаются. И я считаю, что это, ну, это, конечно, да, минимальный какой-то прогресс, но это важно, что он есть на самом деле. Хочется надеяться, да, может быть, это такой wishful thinking, но я надеюсь, такое у меня очень сдержанное позитивное настроение, честно скажу так. Именно судя по последним месяцам, ам, я считаю, что
могут продолжаться освобождения. Я считаю, что Запад может пересмотреть стратегию в отношении Беларуси. Он точно будет, он уже задается, да, западные страны, Европа, США задаются этим вопросом, а что будет после 26 января. И я считаю, что это хорошо, это очень важно. Поэтому важно, чтобы освобождения продолжались, да, даже я считаю, что даже до выборов еще есть целый месяц, и у властей есть эта возможность показать еще раз, может быть, несколько раз эти позитивные шаги, и это будет очень важный сигнал, в том числе и для белорусов, да, и для западных стран. Могут быть какие-то внезапные, да, черные лебеди, на самом деле, то, чего никто не может предсказать, особенно то, о чем говорят последние несколько дней, да, о каких-то, не знаю, провокациях и так далее. К сожалению, мне кажется, что мы для нас, для белорусов, к сожалению, наверное, нету позитивных сценариев. Я имею в виду вот на, там, да, на ближайшие несколько лет, к сожалению, эта ситуация такая. Да, то есть, то же самое, как вы говорили, да, то есть, либо отпустят всех, и Беларусь станет вообще полностью зависимой от России, частью России, да, то есть, либо политзаключенные будут продолжать сидеть в тюрьмах, и репрессии будут продолжаться. То есть даже в ваших словах не было вот этого каких-то, да, позитивных таких, ну, более широких, да, позитивных сценариев. Ну, это такая, знаете, было такое правокацыйнае просто пытанне. Насамрэч, я-то лічу, што якраз такі зараз мы маем шанс на станоўчыя сцэнарыі. Вось ён зараз якраз у нас з'явіўся, так шчыра прызнацца. Тут, мне кажется, у каждого свое определение позитивных сценариев. Еще, но я считаю, что у нас есть шанс двигаться к освобождению всех политзаключенных. Я думаю, что это будет просто, это может быть медленно, да, то есть, но я все равно считаю, что это уже позитивные шаги. Я считаю, что есть возможность обеспечить как-то, да, снижение репрессий тоже постепенное, но прийти к тому, что они будут остановлены. Возможно, очень-очень какие-то робкие шаги по, так сказать, не знаю, демократизации либо либерализации, ну, наверное, тоже они есть. И, ну, не знаю, насколько возможно снизить зависимость от России в Беларуси, да, наверное, тоже возможно. И это, ну, это будет, конечно, связано и с остановкой репрессий, освобождением политзаключенных, на самом деле. Сейчас, наверное, позитивный сценарий для нас — это восстановление связи с Европой, да, такое ослабление санкций, использование каких-то гибких механизмов. Я думаю, ни у кого нет решений, однозначных решений. И сейчас и белорусским властям, и Западу нужно быть очень аккуратными, на самом деле, в этот момент, да, в эти месяцы, ближайшие месяцы, с тем, как вести себя в отношении Беларуси. И чтобы наверное, не сделать хуже. Шаноўныя гледачы, а як вы лічыце, ці маем мы шанс, калі вы маеце ўвогуле думкі, як можна вырашыць эту жудасную праблему з палітвязнямі, напішыце, калі ласка, у каментарах. Спадарыня Тацяна, дзякуй вялікі за ўдзел у гэтым выпуску. Дякую вялікі. Да ўбачэння.